Интервью в студии Надежда Саханская. В республиканскую больницу номер 2 Центра экстренной медицинской помощи поступили современные электронно-оптические преобразователи. Специальные рентгенустройства, позволяющие делать снимки в ходе операций и сразу же просматривать их на мониторе. Какую медпомощь можно оказывать с помощью таких аппаратов, расскажет гость студии Иван Иванов, главный врач республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Иван Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, в каких случаях будут использоваться такие электронно-оптические преобразователи? Электронно-оптические преобразователи по-настоящему у нас используются очень широко. В первую очередь это отделение травматологии, ортопедии, потому что рентген лучше видно на костях на наших. Помимо прочего, его используют нейрохирурги при операциях, особенно в спинном мозге, хирургии. Ну и вообще в той или иной степени его используют все хирургические профили республиканской больницы номер 2. Ну, чаще всего он, конечно, находится в операционной травматологов и ортопедов. Скажите, а какое еще новое высокотехнологичное оборудование поступило в РБ номер 2? Вообще хочется сказать, что республиканская больница номер 2 – это центр экстренной медицинской помощи. Мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, никогда на паузу работать свою не ставим. Степень износа оборудования она выше, чем в других медицинских учреждениях. То есть оборудование быстрее изнашивается. Поэтому приходится своевременно менять его, ремонтировать, для того, чтобы работу свою не прекращать. И вот замена электронно-оптических преобразователей, по сути, это текущая наша работа. Они должны быть у нас, они у нас были ранее, просто ввиду своего возраста уже они потихоньку отходят, ломаются, их невозможно восстановить, поэтому приобретаем новые. Помимо прочего, в этом году для нашего ожогового центра это очень востребовано. Мы приобрели гидронож. Это скальпель, который режет при помощи потока воды, скажем так, если по-простому. Значительно снижает травматичность операций при лечении пациентов с термической травмой, ну и, конечно, уменьшает сроки нахождения пациента в учреждении. Ну и прочее оборудование, не сказать, что оно какое-то редкое, это и УЗИ-аппараты, это и различные фиброгастроскопы и так далее, то оборудование, которое у нас выходит из строя и требует плановой замены. Собственно говоря, чем мы и занимаемся от года к году. Скажите, а также у вас появились новые кислородные станции. Когда их пустят в работу и готовы ли специалисты? Кислородные станции у нас на 100% готовы. Вот сейчас последние штрихи доделывают, скажем так, и уже в ближайшее время мы их запустим. Они уже введены в эксплуатацию, по большому счету. Это очень правильное решение, потому что вот сейчас наша больница пользуется жидким кислородом, и это очень удобно в общем и целом, но мы сильно очень зависим от логистики. То есть довоза этого кислорода, транспортной доступности, периода, когда у нас ледостав, ледоход. И поэтому вот это решение, принятое главой, оно абсолютно правильное и верное. Конечно, от жидкого кислорода мы не откажемся, ввиду того, что нам нужен резервный источник кислорода, поэтому потребление его, конечно, значительно снизится, но практически полностью будет прекращено. Но в случае поломки, какого-то выхода из строя кислородных станций, мы сможем обеспечить наших больных кислородом с другого источника питания. Но основную нагрузку на себя возьмут именно кислородные станции. А что касается нагрузки кадров, которые работают в сфере медицины, существует ли острая нехватка тех или иных специалистов, или в этом плане проблем нет? В республиканской больнице номер 2 проблем в этом нету. В общем и целом у нас укомплектованность врачами составляет более 85%. Это очень хорошая укомплектованность. У нас 1582 физических лица, из которых 384 это врачи. Имеются определенные трудности, но они связаны с общероссийской тенденцией. Это анестезиологи и реаниматологи. Очень сложные профессии, поэтому при помощи Министерства здравоохранения сами мы разработали программу для того, чтобы привлекать врачей-анестезиологов, реаниматологов уже начиная с студенческой скамьи. То есть мы их, по сути, если по-простому говоря, вербуем уже для того, чтобы они продолжили деятельность в нашем учреждении. Это процесс, конечно, не быстрый, год, 2-3 он занимает, пока пациент, наш будущий врач выпустится. Потом необходимо его, конечно, доучить, но эту работу надо проводить уже сейчас, для того, чтобы провалов в будущем у нас не было. В остальных специальностях у нас, в общем-то, никаких проблем нет. Во время пандемии в РБ номер 2 было развернуто целое отделение по лечению больных коронавирусом. Скажите, сейчас есть необходимость в том, чтобы держать такое отделение, и как сейчас проходит лечение больных коронавирусом? Отделение у нас было создано при появлении первого пациента с новой коронавирусной инфекцией. Это категория особо опасных инфекций. Поэтому мы переформатировали работу учреждения так, чтобы
инфекционное отделение у нас было, и в этом отделении мы смогли оказывать медицинскую помощь как больным с новой коронавирусной инфекцией, так и сопутствующим или основным заболеваниям, в которые пациент к нам поступил. Надо понимать, что первоначально категория больных, которая к нам поступала, это наши больные с нашей патологией, которой мы оказываем медицинскую помощь, плюс новая коронавирусная инфекция. Сейчас у нас открытое отделение продолжает свою деятельность, оно меняло свои размеры от 10 коек до 200 коек в прошлом году. Сейчас у нас проходит лечение порядка 50 пациентов, из которых где-то в среднем около 20, 15-20 больных это чисто с новой коронавирусной инфекцией. Потому что согласно плану маршрутизации с некоторых поликлиник пациентов к нам отправляют на лечение. Те, которые нуждаются в стационарной медицинской помощи. Ну и плюс наши больные, которые получают ту или иную травму, хирургическая патология у них, инсульты, инфаркты, которых сопутствующей является новая коронавирусная инфекция. Их необходимо изолировать, поэтому мы проводим эту работу. Мы полностью оснастили вот это, скажем так, мобильное отделение, которое у нас сдвигается, расширяется, провели туда кислород в свое время. Там существуют реанимационные койки, вот работают наши врачи, анестезиологи, реаниматологи, о которых мы только что говорили. Оснащено оно оборудованием медицинским и так далее. То есть эта работа уже выстроена, и превратилась в такую, скажем так, рутину. Скажите, наверняка был вынесен какой-то опыт после работы с таким отделением? Опыт, конечно, был вынесен колоссальный, потому что республиканская больница никогда не была инфекционной. Мы никогда не оказывали медицинскую помощь больным именно вот с такой заразной, скажем так, высококонтагиозным заболеванием. И благодаря работникам нашему непосредственному руководству, мы очень быстро смогли это организовать. Здесь я хочу отдать должное нашим врачам, медицинским сестрам, санитарам, которые активно приняли в этом участие. У нас есть отделение, которым приходилось ввиду расширения или сужения инфекционного отделения переезжать по 8-9 раз. У нас на 5-м этаже оно развернуто. Это отделение ЛОР, ЧЛХ, челюстно-лицевой хирургии, отоларингологии, которые, я, наверное, может быть, даже совру, 8, 9, 10 раз, наверное, они переезжали. Но делали это молча, в один день, скажем так, в одну ночь. И помощь своим пациентам продолжали оказывать уже на других территориях, но беспрерывно, не прекращая оказание экстренной медицинской помощи. Но и без этого понятно, что квалификация врачей вашей больницы достаточно высока. Скажите, делитесь ли опытом с коллегами? В обязательном порядке у нас развернут телемедицинский центр. Мы проводим порядка 8 тысяч телемедицинских консультаций с нашими районами в год. И это количество, оно растет просто по экспоненте. Если в 2016 году у нас было порядка 3,5 тысяч исследований примерно, то сейчас уже 8, спустя 4 года, хотя количество пациентов, по большому счету, оно не изменилось. Но количество консультаций, оно поменялось, потому что качество оказания медицинской помощи в данной ситуации, учитывая, что на базе республиканской больницы работают узкие специалисты, которых зачастую просто нет в штатном расписании районов, мы, конечно же, помогаем и проводим телемедицинские консультации. Помимо прочего, мы консультируемся с федеральными центрами, не в таком количестве, конечно же, но у нас заключены договора и со многими федеральными центрами, и пациенты, которые нуждаются в этих консультациях, у нас ее получают. И мы уже принимаем решение, в каком порядке оказывать дальше медицинскую помощь, нуждается ли пациент в переводе в федеральный центр и так далее. Помимо прочего, у нас в этом году был создан теле-ПСО. Это тоже ветка, скажем так, телемедицины, которая помогает районам именно в оказании помощи больным с ишемическими инсультами. Это тромболизис, который необходимо проводить больным с ишемическими инсультами, но там есть определенные трудности ввиду того, что там очень много противопоказаний, и на месте не всегда понятно, стоит ли проводить тромболизис или нет. Поэтому в данной ситуации Министерством здравоохранения было принято решение для того, чтобы эту нагрузку, эту помощь возложить на республиканскую больницу, считаю это абсолютно правильным. Да, и сейчас при поступлении пациентов в районах с ишемическими инсультами, они в обязательном порядке с нами консультируются для того, чтобы надо проводить или не надо, потому что там есть очень жесткие временные рамки, когда это можно сделать. Когда пациента привезут к нам, уже зачастую бывает невозможно провести. Поэтому это надо делать на месте и принимать это решение очень оперативно. Скажите, а какие отделения больниц по опыту работы считаются самыми востребованными? Вообще у нас нету невостребованных отделений, сразу хочу поправиться. Но есть отделения, которые работают у нас с постоянной перегрузкой. Это хирургические отделения наши, первая и вторая хирургия, и в особенности отделение травматологии. Оно у нас практически весь год работает с высокой нагрузкой.
И в этом году и вот летнее падение вертолета с большим количеством поступающих больных, которые к нам разом поступили, они, вся больница в целом, потому что там не только травматологические пациенты были, еще и хирургические, нейрохирургические больные были, они все справились, нагрузку эту выдержали, всех пациентов мы абсолютно всех спасли, и они уже вернулись домой к своим родным, близким. Поэтому нагрузка, она везде очень высокая, и в центре экстренной медицинской помощи это особенно ощущается. Мне есть с чем сравнить. Я работал в других учреждениях, и центр экстренной медицинской помощи – это та организация, где нагрузка самая высокая на врача, самая высокая на медицинскую сестру, потому что к нам поступают самые тяжелые пациенты. И пациенты это, как правило, не плановые, это экстренные больные, они нуждаются очень в оперативном решении их состояния здоровья, скажем так, оперативных лечений и так далее. Скажите, а с чем связана тенденция, что поток больных постоянно возрастает? Поток больных, он возрастает, но я бы не сказал, что он значительно возрастает. Все-таки от года к году, если посмотреть статистику, количество пациентов, оно примерно вариабельно, остается на том же уровне. Конечно, я не буду сравнивать там, со статистикой десятилетней давности, если 2-3 года назад взять, то в принципе количество остается то же самое. Другой момент, что различные какие-то, может быть, крупные аварии, что-то еще, они дают ощущение такое, что пациентов очень много. Опять же, приведу пример падения вертолета того же самого. 20 человек единовременно поступило в одно отделение. Когда в отделении всего 60 коек, тогда определенные трудности у нас были. Но в среднем количество пациентов, оно значительно не увеличилось. Мы проводим работу для того, чтобы все-таки минимизировать, и не было скученности больных в наших отделениях. Это и увеличение оборота койки, то есть более активное лечение пациента для того, чтобы в более ранние сроки выписать даже день-два, уже дает положительный эффект на работу в больнице в целом, без вреда, конечно, здоровья пациента. Это и новые методы оказания медицинской помощи, которые тоже минимизируют время нахождения пациента. Тот же, например, гидронож, который в ожоговом отделении, он минимизирует, уменьшает сроки госпитализации пациента, тем самым позволяя отделению не перегружаться. И таких нюансов очень много в каждом отделении, для того, чтобы мы могли оказать медицинскую помощь всем больным абсолютно, но в то же время у нас не было скученности. Больница у нас, скажем так, не новая, все прекрасно знают, что там коридорный тип у нас, и поэтому нахождение больных в коридоре мне, как руководителю, очень не нравится, и очень много было предпринято мер для того, чтобы этого не было, мы выделяли новые палаты, переделывали отделения, перестраивали и так далее, чтобы этого не допускать. Сейчас это допускается чрезвычайно редко, наверное, уже такого и не встретишь. Благодарю вас, Иван Сергеевич, за очень интересную беседу. Позвольте пожелать вам плодотворной и успешной работы. Спасибо. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня в гостях у нас был Иван Иванов, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Берегите себя. До встречи.